нас принадлежит миру. Да, мир может быть, но никто же не хочет воевать, да, скажем, умирать не хочет, воевать-то мы хотим, но умирать-то никто не хочет. Но результат, я понимаю, что результата не будет. Нас принуждают, как минимум, не секрет, это все об этом знают, что с сепаратистами, террористами сесть за стол мирный, а признать их, как бы так, это типа перемирия, а в втором этапе дать им автономию, и это к чему приведет, это тоже мы знаем, в конце концов. Опять-таки это проект Кремля, и нас к этому подталкивает. Не дай Бог, опять-таки. Но есть моменты, есть можно решать, есть разные решения вопроса. Но мы должны видеть конечную цель, к чему нас подталкивает и что нас ожидает. Это, я думаю, что не секрет, это даже вот маленький школьник даже знает, к чему это идет. Это проверено. Они ничего не придумывают, у них уже годами проверено и Приднестровье, и Абхазия, и Карабах, это проверенный проект, они сейчас вот используют везде. У нас все, я говорю, сидящие, скажем, наши власть, это должны видеть это все. И они знают это к чему. Но мир такой ценой, я думаю, что Украина, вот лично мое мнение, опять-таки я не имею права от имени чьей-то говорить, я вот лично свое мнение могу сказать, но такой мир Украине не нужен. Погибших ребят за эти 5 лет, мы больше 15 тысяч ребят потеряли. По сей день ребята есть, с 2014 года по сей день. Мы не имеем права, вот не имеем пойти на колени стоять, просить ради мира, не имеем права. Нас, украинцев, стали уважать во всем мире ради чего? Что Украина стала перед такой мощной империей. 5 лет стоял и ни шага не отходила. Да, умирала, да, погибал, но все равно не отходил. За это нас стали уважать, за это стали все понимать, где Украина, да, где Раша. Мы тоже не имеем права опять-таки сегодня пойти, но как минимум они должны считать, что глава державы, что он какой держава. Украина уже не та Украина до 2014 года. Украина себе показала, нация себе показала. И любой человек, сидящий на этой должности, должен понимать. Боевой дух должен чувствоваться.